Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате и Кишиневе. 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Серкели. Сегодня вторник, 3 октября. И самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео. Подписывайтесь на нас в YouTube и Facebook. Тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня у нас в гостях примар города Вулканеште Виктор Петрёглу. С ним мы поговорим о том, как в Гагаузии началась избирательная кампания по местным выборам. Во второй части выпуска мы поговорим с главой Ассоциации гагаузских сообществ Украины Юрием Демчоглу о том, как Одесса защищена и сейчас защищается от российских обстрелов, и о том, как работают порты Большой Одессы. В третьей части выпуска мы поговорим с политологом из Киева Дмитро Левусем о политической ситуации в Украине. Не переключайтесь. Скоро вернемся. Друзья, я предлагаю поговорить сейчас с примаром города Вулканеште Виктором Николаевичем Петрёглу о том, как стартовала избирательная кампания по местным выборам. Как вы знаете, сейчас в ноябре пройдут выборы по всей стране, местные выборы, выбираем советников и примаров. И вот как кампания стартовала в Гагаузии, я предлагаю поговорить с нашим следующим гостем. Виктор Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. Спасибо, что пришли и нашли время поговорить с нами. Начну с такого вопроса. Как планирует выстраивать свою избирательную кампанию? Вообще, как стартовала избирательная кампания, а потом уже хотел бы поговорить, что происходит в примарском корпусе. Но в целом, вот на примере города Вулканеште, что происходит, как стартовала избирательная кампания, кто основные игроки и что происходит? Ну, я хочу сказать, что у нас, как и по всей Республике Молдова, 29 сентября стартовала избирательная кампания первого уровня. Это в примары и местные советы. Я как кандидат также подал и заявление, и списочный состав в городской совет, и зарегистрировались. Также у нас, согласно закону Республики Молдова, была проведена жеребьевка, и уже определились, в принципе, первые два кандидата, которые будут, даже три уже кандидата будут в бюллетене под номером 1, 2 и 3. По местным советам хочу сказать, что очень пассивная ситуация. В основном подают списочный состав политические партии, очень мало независимых. Пока что, насколько мне известно, подали 2 человека, чтобы стать независимыми кандидатами в городской совет. Ну, надеемся, что еще время есть, и, может быть, кто-то еще соизволит и будет иметь желание баллотироваться в городской совет города Вулканеште. Хорошо, вы говорите списочный состав, то есть вы подали списочный состав. То есть получается, что независимые кандидаты в примары тоже могут подать списки в местный совет, или как это происходит сейчас? Нет. Если кандидаты идут от политической партии, и политическая партия также хочет участвовать и в избрании местных советов, то подается списочный состав. А если человек изъявил желание баллотироваться как независимый в городской совет, то он подает пакет документов для участия в выборах как независимый кандидат. Это есть чуть-чуть маленькая разница, специфика, так как независимые кандидаты должны собрать определенное количество подписей, поддержку свою, и после этого подают в окружной избирательный совет свою кандидатуру для назначения в кандидаты в местные органы власти по совету. На должность примара, насколько мне известно, по сегодняшний день еще нету поданных кандидатов как независимые. То есть пока 3 политические партии подали своих кандидатов на должность примара. Это кто? Вы от какой партии? Вы от нашей партии идете, я правильно понимаю? Да, это подала наша партия, партия социалистов и партия «Шанс». Шанс. Это, получается, новая партия Илона Шора. Шанс. Ну, скажем так, да. Скажем так, да. Хорошо, а вот и кто от социалистов, и кто от Шанса хотят участвовать? Ну, от нашей партии иду я в
кандидат в примары, от партии социалистов Пасмак Николай Георгиевич, и от партии «Шанса» это Крецу Иван Павлович, экс-директор АП-канала города Вулканешт. Хорошо, а какая обстановка, Виктор Николаевич? Есть какие-то опасения, ожидания, что-то отличает, может быть, эти выборы от предыдущих выборов? Ну, опасений нет. В принципе, мы должны четко понимать, как будет действовать в этой избирательной кампании партия «Шанс», потому что мы знаем их грязные методы, которые были применены на выборах Башкана Гагаузии. И мы должны четко понимать, если такое же повторяется, мы должны бить тревогу и в срочном порядке снимать полностью этих кандидатов и партию, как грязную партию, которая сегодня в избирательный процесс вклинивает огромное количество финансовых средств. Ну, избирательная кампания в городе Вулканешты уже имеет потрясение, так как, естественно, я, например, как кандидат в примары, в тот же день в социальных сетях опубликовал о том, что я зарегистрировался, и команда от нашей партии зарегистрировалась. Ну, партия «Шанс» об этом промолчала, потому что как кандидат в примары, так и кандидаты в советники — это практически все перебежчики из других партий. И поэтому, наверное, им стыдно говорить о том, что они уже в партии «Шанс». Это во-первых. Во-вторых, вчера было такое же потрясение о том, что партия «Шанс» отзывает, то есть подали заявление об отзыве всего списочного состава городской совет и предоставлении новых кандидатов в городские советы. Почему? Потому что весь списочный состав был из перебежчиков партий, и практически внутри партии «Шанс» получился такого своего рода бунт. Я, как действующий примар, в субботу-воскресенье имел встречу практически с 4 самыми ярыми агитаторами этой партии, которые пришли и мне сказали, что мы решили поддержать тебя как действующего примара, потому что этот бардак практически, который сейчас есть в этой партии, нас не устраивает. Ну, я, естественно, узнал, говорю, а в чем бардак, что случилось? Мы, говорит, не можем понять, откуда эти лица взялись, которые вообще не участвовали с нами ни в каких избирательных кампаниях, а сейчас как ком с неба упали и стали кандидатами и в примары, и в городские советы. Поэтому вчера официально партия подала заявление о замене практически списочного состава в городской совет. И те люди, которые рассчитывали, что он сегодня там первый, второй или третий или пятый, они автоматически, наверное, станут чуть-чуть в другом ракурсе в этом списке. Поэтому надеюсь, что в принципе правда восторжествует, и те перебежчики, которые бегали из партии в партию, в настоящее время останутся у разбитого корыта. Но я думаю, что и вулканешский избиратель должен это оценить. И мы постараемся это объяснять людям в избирательном процессе. И 5 ноября, конечно же, покажет, что произойдет в городе Вулканешт. Хорошо, а вот тактика Шора, его новые партии, я так понимаю, что он идет не с одной партии, там, скорее всего, могут возникнуть и еще несколько партий, которые будут выдвигать кандидатов от Шора. Или это только одна партия «Шанса»? Потому что есть еще партия «Возрождения», которая тоже выдвигает. Какова тактика? Вы прослеживаете что-нибудь из того, что вы видите? От партии «Возрождения» в городе Вулканеште кандидата нет, хотя очень пристально ищут и желают найти данного кандидата, но до настоящего времени этого кандидата еще нет. Вы прекрасно понимаете, и мы все знаем, что есть очень хорошая старая пословица, что все новое — это хорошо забытое старое. То есть никто еще не забыл партию ШОР, которая сегодня является неконституционной в Республике Молдова. И «Шанса», созданная на этой же базе, практически ничего не поменяла. Для нас очень важны, как для представителей других политических партий, может быть, будут и независимые кандидаты в примары или в городской совет, очень важны методы, которые были применены в башканской избирательной кампании. Поэтому мы это будем строго отслеживать и будем
будем практически писать все жалобы, и мы надеемся, что на наши жалобы будут отреагированы. Но по имеющейся информации, которую мне принесли люди, пожелавшие покинуть ряды партии «Шанс», я сразу сказал, что я не провожу избирательную кампанию как партия, которая сегодня дискредитировала себя на башкирских выборах. Поэтому, если вы искренне желаете поддержать меня, пожалуйста. Если нет, значит, пожалуйста, вы можете искать других кандидатов. Насколько я понимаю, что им были опять обещаны финансовые средства, но эти деньги вы получите после избирательной кампании. Вот так было им сказано. А будут ли эти деньги после избирательной кампании, это уже никого, как говорится, не интересует. И этих же люди, которые сегодня желают работать на партию «Шанс», они должны четко себе понимать, что они нарушают закон Республики Молдова по дискредитации с финансовой стороны всего избирательного процесса. Хорошо, а вот что, у Шора, получается, нету денег, чтобы раздавать до выборов, потому что на башкирских выборах там щедро платили людям, получается. И я думаю, что, наверное, сделаны некоторые выводы, и будут стараться то ли избегать этих процессов, то ли как-то, наверное, поменяют тактику. Ну, хочу сказать еще следующее, что кандидат от партии ШОР на сегодняшний день является экс-директором АПА-канала, который до сих пор еще не сдал печать. И предприятие практически стоит на грани блокирования счетов. И мы практически сегодня письменно обратились к экс-директору, чтобы до 17:00 он передал печать. В случае, если он не передаст, то мы завтра же будем обращаться в прокуратуру и в правоохранительные органы. На счетах предприятия чуть менее 1000 лей. Еще ни одна накладная не роздана. Финансовые средства не собраны после поставки воды. И уже приходит время, когда надо оплачивать и заработную плату, и налоги. Это умышленная блокировка директором. Хотя он ссылается на то, что я нахожусь в отпуску больничном. Но целыми днями почему-то мы видим, как человек уже протоптал такую хорошую дорожку до офиса партии «Шанса». То есть для офиса партии «Шанса» у него здоровье есть, а прийти и передать печать у него этого нет. Ну, будем смотреть. А это муниципальное предприятие, правильно я понимаю? Ну, конечно, это муниципальное предприятие, то есть это не частная собственность. Может быть, кто-то что-то перепутал, но я понимаю, что в этой партии там обычно всегда все путают. Все государственное становится частным, или частное становится более приватным для кого-то. Но, извините, здесь есть закон, и согласно закону четко каждый из нас выполняет свои функциональные обязанности. Хорошо, вы считаете, что партия «Шанс» попытается использовать муниципальное предприятие АПА-канал «Вулканешт» в своей избирательной кампании или что? Ну, я не думаю, что они постараются это использовать. Наоборот, это большой минус для человека, так как четко мы понимаем, что на сегодняшний день это идет умышленное блокирование работы муниципального предприятия. Это раз. Во-вторых, это человек, который ратовал сегодня за поднятие тарифа на воду. То есть данное предприятие практически должно было повысить тариф на воду в стоимость 29 лей. 29 лей. С 19. Только подача или подача и отвод тоже? Это только подача воды. Это только подача воды. Вот у меня здесь есть кое-какие данные, которые я сегодня затребовал в АПА-канале. И я четко могу сказать, что расходование финансовых средств имеет очень большие вопросы со стороны примарии. Например, автомобиль руководителя за 6 месяцев было потрачено 1 тонна 806 литров бензина. В то время как примарийский автомобиль и автомобили руководителей государственных учреждений имеют четкий лимит.
Все, я больше этого лимита потратить не могу Какой с лимит? Примарии. Какой лимит? У нас, например, это получается сейчас, то есть это очень легко посчитать, там где-то 100-120 литров в месяц. Мгм. В месяц. Это если литром. А здесь получается больше 300 литров. Ну, извините, бегать или работать внутри города и израсходовать больше, чем Примария или государственные учреждения. Я думаю, что это четко должны понимать, что израсходованное топливо, оно влияет на ценообразование воды и канализации. Вот оно вам, пожалуйста. Здесь получается бешеные расходы по топливу, бешеные расходы по некоторым ставкам, которые были не утверждены учредителем. Ну, здесь создаются очень много прецедентов и много вопросов, которые мы будем, естественно, задавать и добивать эти вопросы в будущем. Хорошо, а вот избирательная кампания в Вулканештах, она подразумевает, как вы думаете, вот эти вот вопросы, у вас будет возможность выйти на дебаты, задать вашему оппоненту? Кстати, сколько лет он занимает должность директора АП канала Вулканешт? Ну, директором АП-канала назначал его я в 2018 году. И практически больше 5 лет данный гражданин занимает должность директора АП-канала. Сейчас были определенные какие-то обиды, и в мой адрес высказывалось, что я предатель какой-то, но в конечном итоге я остался на тех же позициях. А оказывается, те люди, которые кричали предатель, сами предали все свои интересы и попали каким-то образом в партию «Шанс». Хотя я вот сейчас публично могу сказать, что мне предлагали продать их оптом, но я В смысле четко продать? сказал, Они что же, я они же, этого... это же люди, как их можно продать? Ну, вы все прекрасно понимаете, что в спорте тоже есть. Есть футболист, которого продают с одной команды в другую команду. Ага. И мне предлагали перейти оптом со всей своей командой. Как ты это сделаешь, нас не интересует. Но, естественно, хлеб с маслом достанется только тебе. Виктор Я Николаевич, а этого кто не вам сделал. предлагал? Кто вам предлагал? Шор или кто-то другой из команды? Нет, я с Шором не имел никаких разговоров. Такие предложения поступали практически всем примарам, не только в Гагаузии, но и по Республике Молдова. Но когда ты не знаешь о том, о чем будет идти речь, с человеком, который тебя останавливает прямо посередине улицы, естественно, поджидая нас, примаров, в той или иной части города, я же не знаю, о чем со мной будут говорить. Ну, поздоровались, здравствуйте. И начинается этот разговор. И вот, когда мне поступило такое предложение, я четко сказал нет. Я очень хочу, чтобы данные люди об этом знали, что я никого не предавал и никого не продавал. А здесь оптом все перешли, сами не понимают куда. И очень хочу, чтобы вот эти изменения в списках привели к тому, что вся эта команда останется за бортом, за десяткой, потому что претензии партии «Шанс» очень серьезны сейчас к руководству партии «Шанс» о том, что, извините, мы работали, эти люди были совершенно в другой команде. А как так получилось, что сейчас они опять на коне, а мы все за бортом? Хорошо, а что предлагали вам, Виктор Николаевич? Ну, послушайте, Михаил, вы же взрослый человек. Предлагали Не, то же самое, что и всем. А что всем Предлагали то предлагают? же самое, что и всем. А что всем Деньги предлагают? что? Деньги. А сколько? Да. Ну, к большому сожалению, в Республике Молдова все-таки еще не заработала система, когда государственный чиновник должен, не то что должен, он должен быть, как говорится, ограничен от всех даже этих предложений. И сегодня такова партия, как «Шанс», она пользуется этими моментами. И я очень сожалею о том, что по Республике Молдова есть люди, которые клюнули на эти все предложения. К большому счастью, и я сразу говорю, что я отдален от этих всех предложений. Мне не нужны эти предложения, потому что когда мне говорят о том, что за нашей партией будущее, я сразу человеку ответил, что за вами нету будущего, за вами есть большой шлейф проблем, которые вы создадите не только себе, но и тем людям, которых вы затянете в эту свою аферу.
Виктор Николаевич, здесь два вопроса. Человек, который предлагал, он из Гагаузии или не из Гагаузии? Нет, Не из Гагаузии. нет. Но из команды Шора, я правильно понимаю? Ну, Михаил, конечно, это же все одна, я не знаю, как их команда назвать или банда. Ну, вот Хорошо, да. а это известная что-то, личность или нет? Это известная личность? да, известное. Понятно. Но я фактов не имею, чтобы я это смог доказать. Я понял. Поэтому для меня, вы сами журналисты, вы четко понимаете, что если не имеешь фактов, я, естественно, не могу. Не, ну это. факт Если бы того, я знал, что этот разговор состоялся, никто же не может вас обвинить, что вы были... Если бы у меня были конкретные факты и знал бы, о чем со мной будут говорить, поверьте мне, я бы поступил точно так же, как и тот мэр севера Республики Молдова, который четко сказал себе: нет, это будет только вот так и по закону. Мгм. Хорошо, а вот когда предлагают деньги, предлагают что, какую-то разовую сумму или зарплату в течение, там, не знаю, нескольких, каждый месяц там в конверте что-то, какого рода финансовые предложения? Можете не называть сумму, но вот какова форма? Господин Михаил, это есть ежемесячно, это получается чуть-чуть неправильно, потому что предлагают сразу и сейчас, пожалуйста, и идешь оптом со всеми. Но я этого не сделал. Ага. Еще раз говорю, поэтому моя совесть сегодня чиста перед всеми жителями города Вулканешты, и в том числе и перед теми коллегами, которые сегодня побежали. И вы знаете, господин Михаил, я в субботу-воскресенье просто сидел, мониторил страницы. Ни один из них даже не написал, что он является кандидатом в городской совет. Стыдно, наверное, вы понимаете? Я думаю, что стыдно от названия партии. Угу, я понимаю. А вы говорите, что говорили с другими примарами. Со всеми примарами в Гагаузии говорили? Нет, ну, я с некоторыми коллегами общался в плане того, кто как выдвигается, от кого выдвигается. Ну, все остальное для меня, в принципе, это не мой населенный пункт, и мне просто интересно, есть ли у кого-то какие-то сильные оппоненты, или же есть те оппоненты, которые остаются, например, один на один. Может быть, избирательный процесс может пройти даже с одним кандидатом. Поэтому мне это было интересно. И хочу сказать, что работа наша довольно-таки очень сложная. И сегодня те люди, которые баллотируются, они четко должны себе давать отчет, что делают, как делают. Ну и я хочу немножечко сказать и следующее, что, например, примария города Вулканешты уже 3 года подряд мы заканчиваем финансовый год с плюсом. Это большая редкость для нашей примарии. И в 2022 году мы закончили год с плюсом 4 миллиона 900 тысяч лей. Вы можете себе такое представить? Вот для такого маленького города, как наша примария, это говорит о том, что мы хорошо поработали по сбору налогов. Это говорит о том, что мы собрали многие виды налогов и имеем возможность в конце года иметь свободные остатки, которые на протяжении года мы расходуем. Ну, сейчас я постарался и стараюсь сделать все возможное для того, чтобы мы к 5 ноября пришли по нулям. То есть мы сейчас имеем возможность это произвести некоторые виды закупок для наших подведомственных учреждений, для других нужд города. И я стараюсь, чтобы мы это все могли осуществить до 5 ноября. Есть еще очень одна хорошая новость, которая поступила к нам сегодня. Мы выиграли проект и являемся одной примарией из 9, которая участвует в проекте. И практически мы имеем возможность получить от 300 тысяч до 700 тысяч евро от европейских грантов. Меня радует то, что на инфраструктурные проекты. Инфраструктурный проект – это благоустройство центральной части города, вся площадь, все клумбы перед райадминистрацией. Это тротуар до улицы Никутова, это тротуар до налоговой инспекции и до церкви, и плюс закупка автомобиля, то есть который позволит потом содержать всю эту красоту, то есть поливную машину, и всю территорию лицея Должненко. Это все в тротуарной плитке,
и плюс закупка от 250 до 300 деревьев низкорослых. То есть в центральной части города мы должны сделать такую общую красоту, которая, естественно, будет радовать глаз не только горожан, но и всех наших гостей, которые приедут в наш город. Виктор И Николаевич, я спасибо. вам хочу сказать, Да. я вам хочу сказать, что в принципе для меня это была очень хорошая новость, так как в последнее время вот предлагают участие в разных этих проектах от Шора, от Шанса. Но мы заявку на участие, то есть от Шора, получили буквально совсем недавно. Мы и на нее ответим. То есть, пожалуйста, если господин Шор хочет что-то здесь реализовывать. Но я хочу сказать, что ту сумму, которую мы сейчас выиграли, участвуя в этом проекте, она составляет максимальная часть, на которую мы можем претендовать, это 14 миллионов лей. От Европейского Союза. Да. Виктор Николаевич, спасибо большое, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо. Друзья, я предлагаю поговорить с нашим следующим гостем, главой Ассоциации гагаузских сообществ Украины Юрием Демчогло, о ситуации в Одесской области, как Одесса защищается от обстрелов российской армии и о ситуации на оккупированных территориях. Юрий Дмитриевич, приветствую вас. Добрый день, Заман Хайрулсон. Заман Хайрулсон, витаю. Юрий Дмитриевич, вот такой вопрос. Мы с вами последний раз говорили, вернее, мы с вами планировали поговорить на прошлой неделе, но у нас не получилось как раз тогда, когда обстреляли опять Дунайские порты, попало и по переправе Орловка-Исакча, если я не ошибаюсь. Вот последние дни мы как-то не слышим об обстрелах Южной Бессарабии. Что случилось? Усилилось ПВО? Изменились у Российской Федерации планы? Объясните, пожалуйста, что происходит. Ну, ситуация, как бы, тут получается, что сложилось несколько пазлов одновременно. Украина начала мы последний раз, кстати, когда с вами общались, мы с вами общались, я говорил о том, что последние пару недель Украина стремительно укрепляется в западной части Черного моря. То есть операция по вышкам Бойко, операция по уничтожению и нанесению урона Черноморскому флоту, по судоремонтному заводу Севастополю, по повреждению там и больших, и малых военных кораблей России. То есть фактически Украина себе расчистила, развязала руки для своей деятельности, в том числе экономической деятельности в западной части Черного моря. Вернула себя, можно сказать, так, экономический контроль. Сегодня, даже если какие-то удары идут с Черного моря, то они идут там с рейда Керчи или Феодосии. То есть это уже получается восточная часть Черного моря. Из Севастополя, из Евпатории вообще уже порт закрытый. Из Севастополя даже не высовывается. Соответственно, Украина потихонечку открывает деятельность в портах Большой Одессы. Это Одесса, Черноморск, бывший Личевск и Южный. Сейчас называется Пивденный. Этот порт, город Южный, большой там порт, который делал до войны около 50-60 миллионов тонн груза в год. Переваливал. Уже каждый день практически по одному, по два корабля заходят и выходят. Есть прецедент, когда, кстати, не только зерновые грузы, но и другие грузы вывозились. То есть вывозилась уже руда на одном из суден, вышедшим там с порта Южный, насколько я помню, вышла с 30 тысячами тоннами руды. То есть Украина потихонечку, полноценно запускает свои порты. Соответственно, усилившиеся позиции Украины в западной части Черного моря, открывшаяся деятельность в портах Большой Одессы и хорошее ПВО в Южной Бессарабии сыграют роль, что я думаю, что обстрелы Южной Бессарабии будут продолжаться. Но уже не с такой интенсивностью, как раньше, то есть не каждый день, вы помните, раньше, или каждый день, или через день. Они обстреливались там за 10 дней 7 обстрелов было.
Ну, в То есть мы сентябре, видим, в сентябре постоянно Южную Бессарабию они да, в обстреливают. сентябре была эта цель Южная Бессарабия. Да, да. Сегодня, во-первых, таких возможностей у России нет. Во-вторых, я думаю, что переключится внимание больше на одесские порты, потому что они заработали. Но то, что я раньше говорил, одесские порты будут работать, по примеру, портов в Бессарабии, то есть мы называем это Дунайского кластера украинского. Там, несмотря на обстрелы Измаила, Рени и Килии, они работали. То есть обстрелы обстрелами, а работа продолжалась. То же самое, вероятнее всего, будет с одесскими портами. Мало того, вот буквально пару дней назад ночью была попытка обстрела порта Южного, и все было сбито. То есть и укрепление системы ПВО одесских портов тоже дает о себе знать. Украина готова в военных условиях и активизировать работу одесских портов, что значительно облегчит нагрузку на дунайские порты, на бессарабские порты Украины. Ну, последний раз, когда был обстрел сильный по Одессе, ну, который всех поразил, это уничтожили, ну, попали по знаменитой одесской гостинице у моря. Вот с тех пор таких массированных обстрелов не было, я правильно понимаю? То есть, потому что или они им нечем, или Украина, ЗСУ все сбивает. То есть тут как бы что происходит? Тогда был очень, действительно, очень мощный обстрел. Насколько я помню, там было более 40 выстрелов различными и ониксами, и калибрами, Да. прочими дронами. Таких больших обстрелов уже нету. Но как бы такие обстрелы там по десятку бывают в сторону Черноморской и Южного, и Одессы. Но они, к счастью для нас, довольно такие результативные по отбросам, по сбитию систем ПВО украинского. Хорошо, а вот зимой что ждать? Вы думаете, такие прилеты еще будут пытаться делать, как вот этот вот 40 калибрами, ониксами и так далее, который был недавно по Одессе? Ну, Потому что начинается отопительный сезон. Вы же помните, как... Такие мощные обстрелы России не под силу большие. То есть, если она один раз такое показала, то она должна, как говорится, подзарядиться где-то месяц. Это фактически чуть не полумесячный объем там, или недельный там, объем минимум ее возможностей. Соответственно, обстрелы инфраструктуры энергетической, я думаю, что будут опять этой зимой. Как бы через месяц, я думаю, что потихонечку они будут начинаться. Но Министерство обороны Украины уже заявило, что в отличие от прошлой зимы, она будет давать отпор. То есть, если Россия будет обстреливать инфраструктуру энергетическую, в соответствии она будет отвечать тем же самым. То есть Украина будет нести ответные удары по энергетической инфраструктуре России. К сожалению, пострадают приграничные области России. Если будет сидеть без там, Харьков, Днепропетровск или Киев, будет сидеть без света и Курск, Брянск, Воронеж, Белгород, Ростов. Ну, Украина уже очертила, как бы, да, то есть линию досягаемости для своих беспилотников и так далее. Ну, хорошо, а вот это вот... Да. Москва. Да, и Москва, да. А вот насколько устойчив вот этот коридор? Недавно президент Зеленский заявил о том, что Украина сама себе обеспечила зерновой коридор, и поэтому ей не нужны никакие договоренности ни с кем. Это то, о чем говорили вы, да, о том, что как бы уже каждый день по 2 судна выходят из портов Большой Одессы. А вот насколько это все устойчиво, с вашей точки зрения? Ну, устойчивость, конечно, в военное время ничего нет, никаких гарантий. Да. В военное время все форс-мажор. Мы живем полноценное военное время, тактика меняется, как бы война ракетами, война дистанционная отличается от войны, которая идет на поле боя. К счастью для нас, и у нас есть там тоже победы, есть потихонечку на продвижении, у России нету ничего последние полгода-год. И это должно быть уроком, показателем для России, что Украина становится все мощнее как военная держава. Да, экономика нашей страны очень сильно подорвана.
но благодаря вооруженным силам Украины она живет, работает. То есть у нас нет сильного падения, есть перезапущена экономика Украины, многие заводы пооткрывались, до сих пор есть притоки иностранных инвестиций. Недавно, вы знаете, турецкая компания открыла мясопереработчий комбинат в Киевской области, в районном центре Тараща. То есть открыла крупный мясоперерабатывающий комплекс. То есть, даже по молдавским меркам это крупная инвестиция. Для Украины это малозаметно, но я просто заметил в новостях, что инвесторы турецкой компании. Понимаете, турецкие компании доверяют Украине, доверяют украинскому правительству, доверяют тому, что экономика украинская работает. И она реально работает, и сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность заработала. У Украины нет никаких санкций. Украина сегодня работает очень мощно. Европейские программы дотаций и грантовые программы, чего нет в России. У Украины работает страховой рынок, что, кстати, одна из причин, почему заработали украинские порты одесские, то, что страховые компании международные страхуют и суда, и грузы, идущие сегодня в порты в Одессе, а в отличие от... ни одна страховая компания международная не будет не застраховать ни судно, ни груз, который идет в Россию. То есть ситуация как бы симбиоз и экономики, и работающей экономики, и роста в том числе военной экономики, это ВПК украинская. Сегодня Украина начала производить, полностью перешла на стандарты НАТО. Украина начала производить снаряды НАТО стандартов. Украина полностью ушла от производства советских стандартов, уходит потихонечку. И сегодня, в том числе, как российские телеграм-каналы говорят, у Украины появилось преимущество в артиллерии, потому что там дальность советских стандартов это максимум 30 километров, дальность натовских стандартов 40-45 километров. Соответственно, постсоветская артиллерия полностью уничтожается в радиусе 40 километров. Заказы военные Украины очень растут, то есть те деньги, которые зарабатываются, и внутри страны размещаются заказы, и за границей. На прошлой неделе была создана коалиция по поставке и по производству вооружений в Украине и для Украины, куда приехали многие военные консультанты. То есть Украина плотно работает и понимает, что сегодня будущее Украины – это защита интересов Украины в освобождении ее территорий. Хорошо, а вот эта встреча, которая была, кстати, да, вот там министров обороны, которая была в Украине, вот эта коалиция, она про заказы, которые будет Украина размещать, скажем так, в других странах, связанных с закупкой вооружения? Или это в том числе и про открытие новых производств вооружений в самой Украине? Абсолютно верно. Там шла в первую очередь речь о том, что президент Зеленский пригласил все международные военные консорциумы разместить производство или совместное, или свое производство на территории Украины. С гарантией того, что государство Украины будет выкупать все эти заказы. То есть Украина готовится военным путем восстановить свою территориальную целостность. К сожалению, у Украины нет другого пути, потому что мы имеем очень большую часть до сих пор оккупированных территорий, и мы видим, что, к сожалению, наш враг, который оккупировал наши эти территории, он не хочет уходить с нее мирным путем. Ну, у Украины очень агрессивный сосед, который не успокоится просто так, поэтому нужно наращивать. Понимать только силу оружия. Да. Вот, Юрий Дмитриевич, вот в Москве прошел концерт недавно, по-моему, пару дней назад, под названием «Одна страна, одна семья, одна Россия». Очень сильно напоминает лозунг немецкого рейха, да, «Одна страна, один рейх, один фюрер», что-то вроде этого, да. И этот концерт в России, в Москве был посвящен годовщине воссоединения, так они называют, воссоединения, да, так называемых ЛНР, ДНР и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей Украины, да, соответственно. Вот если у вас есть информация, потому что, знаете, российская пропаганда рисует одно, а реальность совершенно другая. Что русский мир и оккупация принесли в эти территории? Потому что ЛНР, ДНР и части одесских, отчасти
Донецкой и Луганской областей оккупированы с 2014 года, а части Запорожской и Херсонской области оккупированы, получается, с прошлого года. Что русский мир принес туда? Русский мир еще с 2014 года показал, насколько он красиво приносит упадок. То есть, кроме раздачи российских паспортов, он приносит отток населения, то есть все, кто получили российский паспорт, они уезжают в Россию, все, кто не хочет получить российский паспорт, они уезжают или в Украину, или в европейские страны уехали. То есть в Донецкой области сегодня остались практически люди, которые не захотели уехать, которые привыкли жить на одни пособия, которые сегодня получают пенсию и украинскую, и российскую, касательно Донецкой и Луганской области. В Запорожской области, Запорожской и части маленькой Херсонской области, которая еще не освобождена, тоже практически происходит то же самое. Насильная выдача паспортов, экономики ноль, предприятия стоят, сельское хозяйство, то, что производят аграрии, отбирается. И два варианта. Или у тебя просто отберут, или ты сдашь тому этот урожай, кому тебе скажут и по какой цене скажут. Или вообще не производи этот урожай. То есть у тебя выбора два. Или не производить, и не работать вообще, или работать по тем правилам, которые тебе скажут. Инвестиций нет никаких абсолютно. Полная разруха. То же самое массовый отток населения. Кстати, по Запорожской и Херсонской области массово через территорию России, через Крым, через Кубань народ, вот у меня очень много знакомых, кто поселился там в Запорожской, Херсонской области, они выезжали через Грузию, Турцию и вернулись и поселились в Одессе сегодня. Или же уехали там в европейские страны. Потому что в Херсонской и Запорожской областях нечего делать вообще. Россия не думает там что-то строить. Россия там за последний год, полтора вывезла все, что можно вывести как государство, а солдаты ее тоже мародерят, грабят, продолжают в том же духе, что они делали с первых дней войны. Но, к сожалению, вот этот концерт, это действительно, вы правильно сравнили, это сравнительно с Рейхом. Вообще изначально это война, если сравнить речь Путина в первый день войны, и речь Гитлера, там очень много чего общего. Типа немцев обижают в Западной Польше, мы не дадим их обижать. Гданьск, немецкий город, город немецкой славы, аналогичные лозунги были в речи российского президента в первый день войны. Понимаете, прошло с тех пор почти 100 лет, ничего не поменялось. 80 лет прошло, ничего не поменялось. Мы сегодня имеем рашизм, фашизм, я не знаю, как его можно называть, то же самое происходит. И, кстати, касательно Запорожской области, очень частый случай, когда есть методичка, а именно в Запорожской и Херсонских областях ничего нельзя брать с рук местного населения. Русским солдатам. Знаете, потому что потом массовое отравление идут у российских солдат. То есть ненавидит местное население, и случаи массового отравления, то есть ненавидит местное население, ненавидит, как фашистов ненавидит русских солдат. Бабушка сварит картошечки, да, какой-нибудь, после которой... Да, еще чего-то. Есть массовые случаи. Хорошо, кроме этих отсутствия перспектив, отсутствия вложений туда-сюда, недавно у одного влогера, у Юлии Латыниной, смотрел фильм, там показывают, что в ЛНР и ДНР, так называемых ЛНР и ДНР, прямо с первых дней войны, первых дней оккупации еще в 2014 году, это про вопрос, где вы были 8 лет, да, то есть там начался не то чтобы отсутствие перспектив, но там просто начинали у людей отнимать все их имущество, да, то есть машины, квартиры и так далее, да, то есть какие-то генералы, как вы говорите, солдаты, которые отбирают просто имущество, оставляют людей практически без имущества. Это продолжается сейчас? Я же говорил, что Херсонская, Запорожская область, это первый год, сегодня уже год и 8 месяцев. Первый год, сегодня уже отбирать нечего. Уже нечего отбирать. Херсонская и Запорожская область, первые полгода, кто успел, тот успел. Сегодня фактически уже отбирать нечего. Первый год там было массовое мародерство. Крупные предприятия или крупные производства демонтировались, увозились
в Россию там российскими генералами ФСБ там, или там, военного командования. А солдаты дограбливали после своих генералов, дограбливали унитазы, холодильники, телевизоры и прочее. Сегодня, к сожалению, на второй год войны там уже нечего этого и играть. Ну, разве что по подвалам, по закаткам пройтись. По закаткам. Господин Пчелга, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир. И это пример, в том числе для наших некоторых жителей Гагаузии, которые ждут русский мир. И для бизнесменов, которые некоторые ждут. Знаем, что ждут, да. В надежде на перспективы и дешевый газ и так далее. Господин Пчелга. Кстати, я слышал, что с сегодняшнего дня или там Молдова полностью отказывается от российского газа, что очень правильно. Ну да, это то, что удалось достичь этому правительству, хотя очень много критикуют, но я думаю, что экономическая и энергетическая безопасность превыше всего. Как бы тут. Господин Пчелга, благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо. Çok sağ olun. Советского вас. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с политологом из Киева Дмитро Левусем по поводу международной обстановки вокруг войны в Украине, российской агрессии против Украины. Да, вот уже больше 1,5 лет идет эта ничем не спровоцированная военная агрессия России против Украины. Мы видели неимоверную поддержку Украины. Вот сейчас мы замечаем определенные изменения в риторике определенных международных лидеров, и в том числе и СМИ. О том, что происходит и как это расценивать, я предлагаю поговорить с нашим следующим гостем. Дмитро, витаю. Витаю. Ну, во-первых, благодарю, что пришли к нам в эфир и согласились прокомментировать эту ситуацию, эту тему. Непростая тема на самом деле, да, мы вот с одной стороны видим какие-то коррупционные дела. Каждый день СБУ кого-то арестовывает за взятки, за коррупцию и так далее и тому подобное. С другой стороны, видим вот этот нарратив, который поднимается за рубежом о том, что вот якобы нужно следить за тем, как в Украине используются деньги, выделяемые, международная поддержка, выделяемая партнерами. Да? Что это? Как вы это расцениваете? Ну, это абсолютно логичный процесс. Да? То есть война действительно идет уже 1,5 года, и есть определенная усталость, хотя есть еще и другие, не менее объективные вещи. То есть приближаются переговоры по поводу вступления Украины в Европейский Союз. Да, а там тоже надо же понимать, что это достаточно большая, достаточно жесткая конкуренция, например. Да, и когда, вот, например, есть такая страна, как Венгрия, которая всячески вставляет палки в колеса украинской европейской, евроатлантической интеграции, то в некоторых случаях это понятно, почему происходит. Потому что они рассматривают Украину как конкурента именно в Восточной Европе и в будущем в Европейском Союзе, поскольку Венгрия, например, привыкла паразитировать на европейских деньгах, которые получают. Да, и тут возникает такой конкурент, который, понятно, как они считают, будет претендовать на европейские деньги. Да. То есть на самом деле процесс разноплановый. И опять же, Украина очень удобна для того, чтобы ее использовать в внутренней повестке дня. То есть, когда поднимается вопрос о том, что происходит в Украине, например, в Соединенных Штатах, то вообще надо всегда учитывать, что не только мы живем электоральными циклами. Да? Соединенные Штаты, например, тоже живут электоральными циклами. Ну вот вы сказали очень интересную мысль, как бы я тут не могу не согласиться с тем, что для многих стран, больших стран и больших игроков, и не только больших, и поменьше, Украина стала темой внутренней повестки, да, на выборах, по большому счету. Абсолютно, да. И поэтому, естественно, что в преддверии выборов, когда правящую элиту обвиняет ее соперник
в том, что он неправильно ведет внешнюю политику, а главный фактор внешней политики сейчас, кто бы как ни хотел, это Украина, ну то есть вот, да, ситуация с Соединенными Штатами, то, естественно, будут тыкать носом всегда в то, что где-то произошло неправильно, в то, что эта помощь происходит неправильно, расходуется неправильно, то, что, да, как говорят, не в коня корм, да, потому что вот, мол, мы им помогаем, а там смотрите, какая коррупция, да, то есть, естественно, что это становится фактором внутренней политики. Я думаю, что в этом тоже очень причины. Кстати, в этот новый электоральный цикл сейчас зашли практически все. Сейчас выборы в Польше, вот только что выборы прошли в Словакии, да. Где партия такого очень интересного персонажа набрала больше всех, да, голосов. То есть это, кстати, тоже такой интересный и показательный момент о мировой тенденции по поводу такого, с одной стороны, как бы консервативного запроса, но который одновременно является и популистическим, да, то есть... Да, но там интересная ситуация, я прошу прощения, там интересная ситуация заключается в том, что из того, что я успел посмотреть, глубоко не вникал, не разбирался, но вот эта партия Роберто Фицо, он как бы давно в словацкой политике, он был бывший премьер-министр, его партия СМЕР была уже у власти, и ему недостаточно голосов для того, чтобы сформировать правительство. Да, сформировать коалицию, да. Придется формировать, да, коалицию, поэтому... Придется, а ближайший, наиболее логичный и вероятный партнер как бы вообще не против помощи Украине. Более того, как бы они заявляют, что как бы, ну извините, у нас есть своя военная промышленность, как бы, и деньги это деньги, да, то есть что тут. И есть еще, и, кстати, тоже интересный показательный момент, да, генсек НАТО сказал, что, ну, как получилось, мы привыкли работать с разными правительствами членов Альянса, да, то есть, поэтому я бы не сказал, что что-то такое произошло, слишком драматическое, ну, то есть, вот есть такой момент. Так вот, и Украина для внутренней повестки дня, она является очень удобным таким моментом, да, чтобы показывать на просчеты и недостатки своего политического противника, который вот правящий сейчас, для того, чтобы показывать, говорить, как мы все поменяем, для того, чтобы, кстати, опять же, паразитировать на таких старинных, ну, там, старинных темах вражды, да, раздора и, ну, как в Восточной Европе у всех очень сложные отношения друг с другом, да, то есть украинско-польские отношения, есть украинско-венгерские отношения. Венгрия, кстати, так и не покаялась за соучастие в войне Второй мировой и не была наказана, поскольку оказалась в Восточном блоке. Например, вина за Корюковскую трагедию 1943 года в Черниговской области, где буквально за 2 дня было уничтожено 8 тысяч мирных жителей, она лежит абсолютно полностью на венгерских войсках. Да? То есть это тот вопрос, который никогда не поднимался. Вот, то есть, ну, вот, это один из таких, да, примеров, то есть много. Ну, у поляков тоже претензии к Украине, допустим, ну, как бы спросить. Да, естественно, да, то есть у нас у всех очень сложная совместная история. Естественно, что Украина сейчас, которая воюет, которая, в общем-то, да, действительно зависит от внешней помощи достаточно сильно, хотя тоже напомню, что Украина все-таки воюет сама. Ну, естественно, что это вот такой удобный момент. Ну и тема коррупции, она, во-первых, она давно раскручивалась, это не история даже не 2019 года, да, когда с прихода президента Зеленского в власти, а раньше, намного раньше. Это и почему и Майдан в 2014 был, в 2013-2014. То есть эта тема известная и, естественно, она благодатная просто для того, чтобы об этом напоминать, об этом говорить. И, кстати сказать, вот сейчас тоже вчера была встреча, или сегодня, да, народных депутатов с одним из европейских комиссаров, который будет определять переговоры, то там, кстати, тоже тема борьбы с коррупцией тоже звучала очень сильно. И хотя там есть, как по мне, такие достаточно странные вещи. Ну, например, да, увеличение числа следователей НАБУ,
это Национальное агентство по борьбе, ну, в общем, один из наших главных антикоррупционных органов, вот, до 1000 человек, то есть на 300, да, сейчас их 700. То есть, ну, я не знаю, почему считается так, что автоматическое увеличение числа следователей, это, кстати, и в американских предложениях тоже такое звучит, почему оно вдруг автоматически приведет к усилению борьбы с коррупцией. Да? То есть, ну, это достаточно сложно и, в общем, для меня понять. То есть, вот это то, что происходит. Хорошо, а вот конфликт внутри Украина, безусловно, сейчас становится темой внутренней повестки Польши. Там через 2 недели, по-моему, выборы. Но там и Польша, и, скажем так, партия Качинского, ПиС, и гражданская платформа Дональда Туска. Они как бы и те, и другие выступают за поддержку Украины. В чем разница в данном случае? Ну, разница, на самом деле, я думаю, что есть в польском обществе, на самом деле есть в определенном смысле консенсус, да, по поводу поддержки Украины. То есть вот этот последних около 3 недель, хотя на самом деле история с зерном, да, как все-таки все крутится вокруг него, с украинским зерном, она началась на самом деле раньше, она началась летом, то тут я думаю, что это, ну вот опять же, все в накале предвыборной борьбы и таким апелляции к таким архетипам, да, которые существуют и стереотипам в историческом сознании. Вот как по мне, это выглядит именно таким образом. То есть эта история, то есть опять же, тут и другой еще архетип, ну то есть вот и сугубо экономические, да, вещи. Почему? Потому что Польша, да, она сумела сохранить свое сельское хозяйство в условиях вступления в Европейский Союз. И очень хорошо помню, когда Польша вступала, как они боролись за эти квоты на фоне вот тех больших аграрных стран, да, ну, даже та же самая Франция, да, она, помимо того, что она развитая страна, да, она одновременно еще страна, где огромные квоты для своих фермеров. То есть Польша их выгрызала, она их выгрызла. Тут ситуация на самом деле, как по мне, она не выглядит очень однозначной, что вот есть вина Украины. Почему? Потому что на самом деле Украине предлагалось и изначально тоже цивилизованное решение. То есть обращение в мировую организацию торговли, да, ВТО, да, то есть оно было абсолютно логичным в арбитраж, да, то есть и понятно, что, то есть, ну, это вот один из способов решения. Другой момент: зерно, которое попадало на польский рынок, ну, это не чисто вина украинских трейдеров, его кто-то в Польше покупал и отправлял на внутренний польский рынок, да, то есть поэтому тут это, ну, это, скажем так, это вот один из, я бы не хотел говорить призраков, да, ну, скажем так, один из фантомов того, какие проблемы могут возникать при дальнейшей европейской интеграции Украины. То есть, и как по мне, так это даже хорошо, что оно проявляется сейчас. Да, то есть, почему? Потому что вот есть возможность их начать решать сейчас и сделать договора на уровне правительств. И, кстати, сейчас вот тоже достаточно показательный момент, что это действительно была торговая война, что, например, теперь проверка качества украинского зерна будет осуществляться в порту Клайпеды, в Литве. Да, то есть не при въезде в Польшу, потому что вдруг в один момент как-то оказалось, что все это зерно некачественное, да, его нужно заворачивать. То есть тоже это, ну, мы знаем, как это делается. Я думаю, Молдова это, кстати, тоже очень хорошо знает на примере отношений с Россией, когда вдруг в один момент... Да, но тут другая сторона, с другой стороны как бы ветер дует. Видите, как... Да, ну тут, я просто вот говорю, что на самом деле вряд ли в мире механизмы где-то очень по-разному выглядят, да, то есть тоже тут такой показательный момент. И в принципе, да, можно говорить о том, что механизмы найдены и обойдены, да, то есть понятно, что до выборов эта история будет продолжаться, но и накал будет серьезный достаточно, но тем не менее, вот можно точно сказать, что
понимание того, что мы все-таки сейчас на одной стороне, и вот эта историческая ответственность о том, что такое, как надо себя вести с Россией, оно присутствует у поляков, и поэтому вот это то, что объединяет, в общем-то, все серьезные польские политические силы, да, потому что, есть, понятно, всякие маргиналы, которые тоже по-другому считают. Вот, и опять же, у нас достаточно сложная история, и есть те вещи исторические, которые, в общем-то, нам тоже дороги, и которые, не везде Украина будет идти на компромисс. Это должны все осознать. Хорошо, еще один вопрос. Выборы в Украине президентские. Как вы думаете, будут, не будут? Я думаю, что не будут. Я считаю, что это, в общем-то, ненужная на данный момент абсолютная вещь. То есть, потому что все-таки, мы на эту тему, насколько помню, уже даже и говорили. И да. Есть, в общем-то, скажем так, с точки зрения Конституции, с точки зрения украинского законодательства, ничего же не поменялось. Да, то есть у нас есть военный стан, военное положение. Военное положение, да. Да, у нас есть военное положение, у нас есть конкретные нормы Конституции, у нас есть конкретные нормы избирательного кодекса, да, то есть, которые говорят о том, что не должны проходить сейчас выборы. Да, то есть я поэтому думаю, что вряд ли это абсолютно логично и, скажем так, вот есть и главное, да, мы не можем обеспечить голосование миллионов людей, находящихся на оккупированных территориях. Очень сложно, практически невозможно обеспечить голосование людей, которые находятся на Западе. И никто не может гарантировать безопасности людям, которые даже будут голосовать просто на территории свободной Украины, от российских ракетных ударов, да, и дроновых ударов. То есть поэтому, я считаю, что это только тот фактор, который дестабилизирует. Поэтому вряд ли мы сейчас должны вообще об этом говорить. Мы пытаемся понять, как Россия это все будет использовать Будет использовать. Я думаю так, что понятно, что будет использовать, то есть это один из аргументов в пропаганде говорить о том, что, видите, в Украине нету демократии, в Украине... А вот мы проводим выборы, потому что у них в марте президентские выборы. Да, кстати, да. И это, кстати, на Западе есть этот момент. Вот, почему? Потому что у нас те условия, которых не было со Второй мировой войны ни у кого. Вот никто, ни одной демократии. И разница еще и в том, что у вас война, в Украине война, а в России СВО, понимаете, вот в чем проблема. Я, кстати, здесь, тут не вижу особой какой-то, тут я вообще не могу понять, почему мы отсылаемся к России. Это при всем при том, что на Западе действительно до сих пор вот есть инерция восприятия постсоветского пространства через Россию, и непонимание того, что в России выборов-то нет как таковых. Есть ритуал приведения в очередной раз к власти Путина. Да, то есть, что происходит, это никогда, в ОБСЕ у них есть хорошая формулировка, она звучит, то, что произошло там-то, там-то, не подпадает под определение выбора. Да, то есть, это вот так вот надо об этом бы и говорить. Вот, поэтому, вот эта такая догоняющая, да, скажем так, позиция, она очень вредна на самом деле. Дмитрий, я вообще поднял этот вопрос, почему? Потому что вот буквально на днях, по-моему, появилась публикация в зарубежной прессе, по-моему, New York Times, о том, что в администрации США переживают и видят, что Россия попытается... Во-первых, Россия недовольна тем, что Запад сплочен в помощи Украине, да, оказывает Украине финансовую поддержку, военную поддержку, экономическую поддержку. И, безусловно, Россия попытается расколоть ряды Запада в этом вопросе. И теперь важно понять, это понятно, очевидные факты, но теперь важно на это обратить внимание, важно понимать, как Россия это будет делать. Потому что говорилось о том, что будут предприниматься новые какие-то технологии для вбросов, да, новые технологии для активизации каких-то своих политических партий, поддерживающих Россию, активизация определенной риторики. И важно понимать, вокруг чего будет строиться вот эта кампания России по расколу Запада в вопросе поддержки Украины.
Я думаю, что оно будет, ну, во-первых, и традиционные, да, механизмы, которые всегда используются. То есть, вот, кстати, мы видели на примере канадского парламента, когда вот этот вот вброс по поводу того, что украинцы нацисты, и хотя, скажем так, относительно ветеранов дивизии СС Галичина, то там, ну, во-первых, была комиссия Дешана, которая работала в Канаде, и ветераны дивизии СС Галичина не являются нацистскими преступниками, да, то есть они, ну, это было признано даже в самой Канаде, да, то есть это один момент. И другой момент, хочет кто-то или не хочет, дивизия СС Галичина воевала против сталинского режима. Ну, получилось так, что коммунистический режим не осужден за все его преступления, за миллионы украинцев, уморенных в Голодоморе, за десятки тысяч людей из Молдовы, вывезенных в депортацию, за голод 1947 года, да, тоже, и он не осужден до сих пор. Поэтому, естественно, что вот срабатывает вот этот вот условный рефлекс, да. Но это люди вступали в дивизию СС Галичина после 1939 года, когда 27 июня 1941 года во Львове тюрьма Налонского была открыта, и там все увидели те зверства, которые производила НКВД в последние дни перед бегством из Львова. Да? То есть, ну, вот это вот один такой момент. Вот. Поэтому, естественно, будут вкиды по поводу того, что украинцы это нацисты, это будет продолжаться, то есть традиционный момент. Второй момент, опять же, вот этот вот о том, что не получается никоим образом, скажем так, помощь, которая предоставляется Украине, она разворовывается, она никуда не идет. Более того, военного успеха нет. Хотя, конечно, на самом деле это ложь по одной простой причине. Вот сейчас просто смотрим, что произошло на Черном море. Зерновой коридор работает без страны-агрессора, замечательно. Из Севастополя идет перебазирование российского флота, большей части кораблей, они уходят в Феодосию и в Новороссийск, да, то есть вот, ну, а на сухопутном фронте каждый день уничтожается больше 30-40 стволов артиллерии российской, да, то есть, ну, вот много чего происходит, то есть, ну, вот это вот о том, что вся помощь, оказывается, она, мол, ну, не идет, да, ну, типа, она не, как скажем, бесполезна, и вот это, я думаю, что будет основной удар по поводу в информационной кампании, которую будет проводить Россия. Ну и по поводу отсутствия демократии внутри, я так понимаю, тоже, да? Демократия, да, но мы это уже, да, сказали, да, я думаю, конечно, да, что вот, мол, Зеленский узурпировал власть, что не проводятся выборы, хотя, конечно, понятно, что это, мягко говоря, абсурдно. Все в рамках украинской конституции и всего остального украинского законодательства. Дмитро, благодарю, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию, будем рады видеть вас еще. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео, отправлять его своим знакомым и близким. Увидимся завтра в это же время. До свидания.